Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшикшара. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Коллективу Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору представлен новый руководитель. В преддверии Дня медицинского работника Министерство здравоохранения продолжает награждать абхазских медиков. Абхазские спасатели приступили к аварийно-спасательным работам в Луганской Народной Республике. В Оренбурге завершился международный молодежный форум «Евразия Глобал». Под председательством президента Аслана Абжаня состоялось заседание Совета безопасности Абхазии. Члены Совбеза обсудили вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности республики. Глава государства обратил внимание на необходимость усиления контроля на госгранице по реке Ингур. Об этом сообщает пресс-служба президента. Коллективу Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору представлен новый руководитель Нарсоу Сангулия, назначенный на должность в связи с избранием бывшего руководителя Галуста Трапезаняна депутатом парламента. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джоупа, представляя нового председателя, отметил, что Нарсоу Сангулия имеет обширный послужной список, и руководство страны уверено, что он справится с возложенными на него обязанностями. Послужной список у него очень довольно-таки солидный, работал и в силовых структурах, и поэтому руководство сегодня считает, что он справится с теми обязанностями, которые стоят как задачи перед вашим комитетом. Ну, хочется сказать, конечно, важность деятельности вашего комитета, это, она известна, охватывает очень обширный и большой круг вопросов в плане надзора, проверки, соответствий. Хочу сказать, что если так напомнить вчерашнее послание президента парламенту, один из блоков было посвящено безопасности Абхазии, где было сказано очень много, что может предстоять сегодня в переменах в виде безопасности Абхазии. Немного, не преувеличивая, могу сказать, что ваше ведомство напрямую связано с теми условиями, которые может обеспечить безопасность в различных отраслях. Все поставленные задачи мы выполним во благо нашей Абхазии и нашего народа. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с министром туризма Тимуразом Хишба и директором объединения пансионатов курорта Пицунда Фриканом Гунба готовность объекта к сезону 2022. Речь шла о санитарном состоянии курортной зоны и устранении хаотичной застройки территории объектами торговли, организации зон досуга туристов, включая аттракционы. Фрикан Гумба также проинформировал премьера о проведении дополнительного ремонта в 4 корпусах, где из-за ранее некачественно произведенных работ течет кровля. Кроме того, ведется реконструкция номерного фонда в отдельных пансионатах. Дирекция курорта Пицунда решает и вопросы устойчивого энергоснабжения. Фрикан Гунба констатировал низкие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели загруженности туристами. В преддверии Дня медицинского работника Министерство здравоохранения продолжает награждать абхазских медиков почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами. Репортаж Гугуцы Вардания. Ежедневно спасать человеческие жизни – работа тяжелая. Медицинский работник – это не просто профессия, это образ жизни, это призвание. Помогать, дарить надежду, а часто и второй день рождения. Миссия не из простых. С приходом COVID-19 они первые по долгу службы по зову сердца переступили красную черту, чтобы спасать жизни людей, забыв о своей. В преддверии празднования Дня медицинского работника за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд при исполнении профессионального долга, Министерство здравоохранения продолжает награждать абхазских врачей почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами от руководства страны. Сегодня они не в душной спецодежде и бахилах, а в красивых платьях и костюмах. Сложные месяцы противостояния COVID-19 позади. Свой долг абхазские медики мужественно выполняли с самого начала пандемии коронавируса.
Вначале страшно было? Для меня не страшно было. Я знала, куда я иду работать и что мы должны делать. Страх, наверное, где-то, вот когда умирали люди у тебя на глазах, в машине, вот это, конечно, страшно было. Когда началась эта пандемия, я работала в скорой помощи. Потом со временем я перешла в ковидный амбулаторный центр, который был открыт на Красном мосту. 130-140 человек в день. Мы оказывали помощь 2 медсестры и доктор, а также выездная бригада амбулаторного центра отдельно оказывала помощь малоимущим, инвалидам войны. В актовом зале республиканской больницы десятки врачей, за каждым из которых не одна спасенная жизнь. Здесь санитары, фельдшеры, скорая помощь, медсестры, эпидемиологи, реаниматологи. Колоссальная нагрузка легла на ваши плечи, уважаемые коллеги, начиная от медицинских сестер, санитарок, врачей, руководителей структурных подразделений. Огромная нагрузка вне семей. Вы находились в красных зонах наших центров ковидных. И просто хотел бы сказать человеческое спасибо вам за то, что вы сделали. Да, ради того, пожалуйста. За большой вклад в борьбу с COVID-19 благодарственными письмами, грамотами и медалями наградили специалистов республиканской больницы, республиканской детской больницы. Также награждены сотрудники специализированного психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерологического, наркологического, онкологического диспансеров. Наградили и медиков санэпидслужбы, Сухумской инфекционной и городской клинической больниц, столичных поликлиник, включая детскую, а также скорой медицинской помощи. Огромное вам человеческое спасибо от администрации города Сухум, от себя лично. Наверное, вызовов будет еще много, разных. Но вы, пройдя такой большой опыт, нам уже точно, гражданам Абхазии, не страшно. В чьих мы руках мы понимаем это хорошо. Поэтому вам еще раз огромное спасибо и с праздником. Ваша работа очень сложная работа. Вы не спите ни день, ни ночь. Особенно, когда инфекционная больница заработала, мы потеряли работников городской больницы. Все наши работники городской больницы в инфекционной больнице были. Сделали все возможное и невозможное. Спасибо вам, дорогие наши медицинские работники, за ваши умелые ручки. Их называют спасатели в белых халатах, воинами-героями. Ведь они отважно сражались за каждую жизнь во всех уголках страны. Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Указом президента Аслана Бжаня за большие заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, высокий профессионализм ордена Махцапша 3-й степени награждены. Арчелия Анжела Алексеевна, Беляева Алла Ивановна, Бжинава Давид Анерьевич, Гулья Херсина Херсоновна, Кочарава Ирма Михайловна, Лакоба Сария Дауровна, Тарба Виктория Борисовна и Хварския Яна Анатольевна. Абхазские спасатели приступили к аварийно-спасательным работам в Луганской Народной Республике. Первым объектом стал стадион «Победа» в городе Стаханове, который был разрушен 9 июня в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Подробности в репортаже пресс-службы МЧС.